Именно в годы Великой Отечественной войны ингушский народ посетила еще одна большая беда – вынужденное переселение. Событие стало причиной возврата множества ингушей с фронта задолго до окончания боев. Однако некоторые герои-ингуши спешно меняли записи в своих документах и оставались защищать родину. Так случилось и с Заяудином Джамалдиновичем Гайтукиевым. На фронт Заяудин Джамалдинович ушел 20-летним юношей. Служил телефонистом 169-й стрелковой дивизии 618-го стрелкового полка на Сталинградском фронте. Первый бой принял в октябре 1942 года и прошел всю Великую Отечественную войну. Но чтобы остаться на передовой, он был вынужден из-за сталинского приказа о депортации ингушского народа в 1944 году стать русским. Взял имя Николай. Неоднократно награжденного связиста Заяудина Гайтукиева вдруг вызвал комбат и сказал, что пришел приказ всех ингушей демобилизовать в связи с депортацией ингушского народа. Сам ветеран рассказывал, что не понял, как такое могло произойти, чтобы хорошего солдата, который горит желанием защищать родину, проливать кровь за страну, хотели депортировать. Секретный приказ застал врасплох и самого Гайтукиева, и его командира батальона, подполковника Шарапова, который, однако, не имел права ослушаться приказа Сталина. Решение пришло само собой. Желание освободить родную страну было сильнее обиды и гонения, и Гайтукиев предложил командиру изменить его личные данные в учетной карточке. Тот, ценя боевые заслуги подчиненного, да и просто по-человечески понимая его, согласился на хитрость, по сути, рискуя и собственной жизнью. Заяудин Джамалдинович много раз говорил о том, как выбрал себе новое имя. По его словам, он выбрал первое попавшееся имя и отчество, а вот фамилию решил оставить родную, ингушскую, чтобы в случае гибели родные могли получить весточку. В результате солдат и командир прибегли к помощи батальонного писаря Иголкина, приказав молчать под страхом смерти. Именно он вел всю документацию и сам внес спасительные исправления. Был Заяудин Джамалдинович, стал Николай Дмитриевич и по национальности русский. За мужество, проявленное в боях с фашистами в 1942 году, получил медаль за оборону Сталинграда, потом за боевые заслуги. В августе 1944 года в Польше Гайтукиев был ранен во второй раз. Тогда же его наградили третьей медалью за отвагу, а в 1945-м за победу над Германией. После войны его догнали еще 8 наград. И только 11 марта 1985 года его нашел орден Отечественной войны второй степени. Последнюю медаль к 70-летию Победы ветеран получил лично из рук президента Российской Федерации Владимира Путина, чем очень гордился. Он отметил, что на вручение в Москве было очень много бывших фронтовиков, но его вызвали самым первым. Несмотря на возраст и все тяготы, что достались, Заяудин Джамалдинович до самого конца жизни оставался бодрым, жизнерадостным и боевитым, а в последние годы жизни возглавлял Совет ветеранов Республики Ингушетия. Ветеран чуть меньше года не дожил до 75-летия Победы и ушел на 97-м году жизни летом 2019-го, но навсегда останется в памяти страны и республики.